Доброе утро, Якутия! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тамтосова. Как всегда, с последними новостями и хорошим настроением. Сегодня у нас, как всегда, будут прекрасные гости. Зададим им интересные вопросы. Зарядимся энергией на зарядке и, конечно, поделимся самыми свежими новостями. Ну, а напомню, что вы нас можете смотреть не только по телевизору, но также смотреть и в соцсетях. Например, у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», где мы выкладываем самые интересные сюжеты, новости и, конечно же, делимся с вами самыми-самыми интересными мыслями. Ну, а сейчас самое время узнать, какая погода за окном. Да, это сейчас очень актуально и очень интересно. Не забывайте, что погода все-таки еще весенняя. Особенно это касается наших подростков, детей, которые уже, смотрю, бегают в шортах. Итак, в центральных районах сегодня 13-21 градус тепла, в заречной группе 12-20 выше 0. В южных плюс 9, плюс 16. В Вилюйской группе 14-24 со знаком плюс, в Нижнеленских 12-19 выше 0. В западных плюс 12, плюс 24, в Колымо-Интегирской группе Улусов плюс 1, плюс 22 градуса. В Янских 5-17 выше 0. На северо-западе тоже потеплело, 2-13 градуса тепла. Температура в столице в 6 часов утра плюс 16 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4 метра в секунду. Сегодня днем ясно, без осадков, ветер западный до 3 метров в секунду. Температура в столице днем плюс 19, плюс 20 градусов. Ну, слушай, вообще практически лето. Да, но лето уже не за горами. Вот очень радует, что уже расцветает, да, березы. Очень радует, что скоро наконец-то не нужно будет таскать с собой куртку. Да, но сейчас давайте узнаем самые актуальные новости, которые произошли к этому часу. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Первые паромы начали курсировать по маршруту Якутск-Нижний Бестяк. Всего на линию в первое время выйдут 8 судов. Затем их количество увеличится до 14. Отмечу, что первое судно, отплывшее из Якутска, было загружено как спецтехникой для обустройства причала на том берегу, так и автомобилями с пассажирами. По информации Министерства транспорта региона, в этом году методика формирования тарифов на паромных переправах изменилась. Теперь стоимость перевозки будет зависеть от размера автотранспортных средств. В частности, для легкового транспорта тарифы подорожали на 21% в сравнении с прошлым годом. Подорожание есть, это, во-первых, по бункерному топливу, который по судоремонту, по удорожанию комплектующих запасных частей, которые на сегодняшний день обязательны для выполнения. Некоторые запасные части, особенно судовое оборудование, перевозятся за счет импортозамещения других стран. С 28 мая трансфер пассажиров поезда через реку Лену будет выполняться на теплоходе «Рукавишников». Далее из пункта ожидания в Нижнем Бестяхе до ЖД вокзала автобусами. Стоимость трансфера по маршруту Якутск, речной вокзал, ЖД вокзал, Нижний Бестях, теплоход плюс автобус составит 1100 рублей. Талон на трансфер пассажиры могут приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте РЖД, а также в билетных кассах на ЖД вокзалах по всей России. Более 400 человек в Якутии страдает редкой генетической болезнью спиноцеребриллярной атаксии первого типа, что делает республику мировым лидером по заболеванию на 100 тысяч человек. Как облегчить жизнь пациентов и какие современные технологии для этого применяются, обсудили на научной конференции. Участниками выступили ученые из разных регионов России, а также Штатов и Великобритании. Итогом работы конференции стало принятие резолюции, которая направлена на расширение научных исследований по изучению генетических заболеваний. Эта конференция получила возможность состояться при поддержке Фонда президентских грантов, потому что эта конференция была внесена в план работы по проекту Фонда президентских грантов, который мы выиграли в январе 2025 года. И я в своем докладе провела полностью отчет работы за 5 лет. Какую мы помощь оказали нашим пациентам.
25 участников специальной военной операции прошли конкурсный отбор и стали первопроходцами уникальной кадровой программы «Якутия. Земля героев». Этот прорывной проект призван заложить основы нового поколения государственного управления, интегрируя в него защитников Отечества. Учебный марафон включает 714 часов, очные дистанционные сессии, а также 3 стажировки в госорганах Якутии, органах местного самоуправления и производственных предприятиях. Каждого участника поддержит персональный наставник, а по итогам выпускники получат диплом по специальности государственное и муниципальное управление. 24 мая в столице республики состоится уже традиционный всероссийский полумарафон «Забег.РФ», который по предварительным данным соберет около 1390 участников. Все стартовые места были распроданы задолго до начала массового мероприятия. Старт масштабному забегу даст в субботу в 11 часов утра на территории торгового центра «Кружало». Согласно программе, пройдут забеги по 4 дистанциям. Маршрут пройдет по улицам Октябрьской, Ярославского, Курашова и проспекту Ленина. Ну что, хорошие новости? А вы еще все в плохом настроении? Врачи считают, что одна из причин такого состояния заключается в гипокинезии, иными словами, в отсутствии физической активности. Ничего удивительного, проработанные мышцы посылают в головной мозг достаточное количество импульсов, благодаря которым он активно настраивается на рабочий лад. Люди, которые отказываются от утренней зарядки, часто страдают от нервной возбудимости, испытывают хроническую усталость. И только к полудню отмечают повышение активности. Так что давайте исправлять настроение вместе и заряжаться энергией движения. Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня я вам покажу упражнение с миофасциальным роликом. В первом упражнении мы проработаем шейно-воротниковую зону, так как у людей в основном сидячий образ жизни и чаще всего здесь происходит застой. Для этого мы принимаем исходное положение лежа на спине. Наш ролик располагаем под шейным отделом. Делаем вдох, и на выдохе потихонечку мы выполняем повороты влево, вдох, вправо. Чувствуем, как наш ролик массажирует шейный отдел. Потихонечку, без резких движений. Упражнение очень эффективное, улучшает приток крови к головному мозгу. Выполняем таких 15 поворотов. Можно выполнить 3 подхода. Следующее упражнение мы проработаем зону грудного отдела. Для этого наш ролик выводим под грудной отдел. Ножки сгибаем в коленных суставах и делаем на них упор. Поднимаем слегка таз и начинаем прокатывать зону грудного отдела от шеи до середины позвонка. 8 повторений будет достаточно. Еще 4, 3, 2. Далее мы переходим на нижнюю часть корпуса. Начинаем прокатывать от ягодичной области до колена. Руками мы делаем хороший упор, делаем вдох и на выдохе начинаем перекатываться с помощью рук. Стараемся вес всего тела направить на рабочую ножку. Можно немножко добавить такие вращающие движения, то боком, то прям задней поверхностью прокрутить нашу ножку. Наш ролик располагаем перед собой. Ложимся передней поверхностью бедра на ролик. Ручки в локтевых суставах согнуты. Делаем вдох и перемещаемся вперед с помощью рук. На выдох назад. Вдох вперед, выдох назад. Важно здесь держать также мышцы пресса. Животик втянут. Ни в коем случае мы не прогибаем поясничный отдел. Прокатываем так 8 счетов. 8 раз. И далее отдыхаем. 4, 3, 2, 1.
На этом наш комплекс МФР роликом подошел к концу. Мы, благодаря нашему ролику, улучшили кровообращение, а также расслабили наши мышцы. Всем хорошего дня! Что же еще помогает сбросить напряжение и снять стресс? Например, глинотерапия. Гончарное творчество и полезно и детям, и взрослым, считает жительница Алдана Екатерина. Новое для себя дело Екатерина освоила пару лет назад. Процесс оказался захватывающим, и вскоре керамист открыла гончарную мастерскую. Помимо занятий с дошколятами и школьниками, героиня нашего следующего сюжета проводит благотворительные мастер-классы. Недавно под ее руководством студенты политехникума изготовили обереги для близких, которые находятся в зоне СВО. Основами мастерства Екатерина поделилась с нашими корреспондентами. После занятий в одной из аудиторий Алданского политехникума развернулась гончарная мастерская. Здесь студентам предлагалось изготовить керамические амулеты для близких, которые сейчас выполняют задачи специальной военной операции. Мастер-класс по ручной лепке из глины для ребят провела керамист, руководитель гончарной мастерской Екатерина Пурдышова. И, в принципе, в ручной лепке даже интереснее, потому что есть неровности на каждом изделии, и оно прям становится индивидуальным. Придать глине форму, по желанию нанести на фигурку узор, выбрать цвет. Творчеством ребята увлеклись с первых минут. Вскоре заготовки превратились в треугольники, ромбы, сердечки и окружности. Последующий процесс обработки занял около 2 недель. После обжига талисманы стали твердыми и прочными, а цвета более яркими. Процесс долгий. Получается, на мастер-классе мы слепили. Как минимум 5-7 дней это изделие стоит на полке, потому что глине нужно усохнуть немножечко. После этого мы отправляем в муфельную печь при обжиге 950 градусов, где это изделие становится уже прочным. И после этого я покрываю глазурью прозрачной, для того, чтобы уже можно было в дальнейшем пользоваться этим изделием. Гончарное мастерство Екатерина освоила 2 года назад. В числе последних шедевров керамиста – такие блюда ручной работы. А вот эта чашечка стала первым изделием мастера. Вообще вынашивала это 2 года. Вынашивала и хотелось что-то делать своими руками. Думала, это на самом деле очень легко. Прям когда смотрела видео. На самом деле это не очень-то и легко. Руки начинают, когда гончарный круг крутится, руки начинают ходить ходуном. В гончарном творчестве главным является его величество навык, который, в свою очередь, приходит с опытом. В процессе практики пальцы начинают чувствовать материал, автоматически контролируя форму и толщину стенок будущего изделия. Безграничны и просторы для развития мастерства. Екатерина смело экспериментирует с формами, текстурой и цветом. Я учусь, потому что постоянно надо учиться. К сожалению, нет такого, чтобы курсы были керамистов. Все делятся своим опытом со временем уже, когда они уже становятся повыше уровнем. Они делятся, конечно, они сами открывают эти же курсы. Но у каждого мастера, каждый мастер, когда он уже научится, у него есть своя техника лепки. В 2024-м Екатерина открыла мастерскую. Здесь ученики осваивают как ручную лепку, так и изготовление изделий на гончарном круге. Вот это блюдо выполнено одним из самых юных интересантов – дошкольником. У меня здесь нет шаблонов, нет у меня, как нужно сделать кружку. Есть просто техника определенная, и уже по этой технике люди лепят. Но, например, из одного комка, даже если лепят кружку, из одного комка получаются абсолютно разные изделия, абсолютно разные, даже если соблюдать всю технику. По мнению мастера, эстетическая составляющая изделий, хотя и важна, но не первостепенна. Чудесная сила творчества состоит в самом процессе созидания. Глинотерапия полезна как детям, так и взрослым. Когда руки с мозгом работают, во-первых, это очень помогает расслабиться. Люди расслабляются. Когда я сюда прихожу, я беру глину, я уже забываю, что происходит. Можно мысли свои отключить от быта, соответственно. И просто взять, лепить и не думать о том, что получится, потому что руки сами лепят. Наряду с творческим самовыражением лепка из глины помогает сбросить напряжение и снять стресс. К тому же каждое изделие получается уникальным. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Действительно, прекрасные и удивительные вещи рождаются благодаря мастерству и вдохновению в гончарной мастерской. А некоторые даже становятся частью истории и могут рассказать об удивительных событиях прошлого.
А ты знаешь, кто еще может рассказать о удивительных событиях прошлого? Кто, например? Черепахи. По мнению ученых, черепахи появились на Земле задолго до людей. Например, морские черепахи обитают в океанах мира на протяжении более 100 миллионов лет. Представляешь? Ну, слушай, очень интересно и вспомнил достаточно удачно, потому что сегодня отмечается Всемирный день черепахи. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Целью праздника является привлечение внимания к проблеме сокращения популяции этих животных из-за деятельности человека. В эту дату проводятся акции, в ходе которых люди разными способами помогают черепахам. Ну а также в этот праздник проводятся маскарады в костюмах черепах и театрализованные представления, а также рассылаются открытки в честь этого дня. Ты тоже, наверное, черепашка-ниндзя был на маскарадах. Нет, слишком дорогой костюм. Ясно. Ну а прямо сейчас расскажем, чем еще день знаменательный, ну и можно повспоминать свое детство. На календаре 23 мая. Сегодня Всемирный день черепахи и Международный день спортивной борьбы. По народному календарю Симон Посев. В день именин крестьяне не брались за работу, чтобы не нарушать покой земли. А вот пройти по земле босыми ногами очень даже приветствовалось. Говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком. В то же время День Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных средств, в том числе корений. Этот день в истории. В 1930 году первым орденом Ленина награждена газета «Комсомольская правда». В 1949 году образована Федеративная Республика Германия. В 2003 Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года. В этот день родились Карл Линней, шведский врач-натуралист, создатель единой системы растительного и животного мира. Пер Лагерквист, шведский писатель, нобелевский лауреат. Григорий Чухрай, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист Советского Союза. Михаил Багдасаров, советский российский артист цирка, дрессировщик, хищных животных. И Анатолий Карпов, российский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам, общественный деятель. Именины сегодня отмечают Василий, Кирилл и Таисия. Ну, а мы переходим к серьезным темам. Списать задолженность по кредитам, налогам или услугам ЖКХ в законном порядке сегодня может каждый. О том, какие требования предъявляются для оформления процедуры банкротства, нам расскажет гость студии, юрист якутского филиала федеральной группы компании «Бизнес-юрист» Ольга Бобрякова. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с самого начала. Вообще, вот что такое банкротство? Банкротство – это процедура списания долгов и кредитов, которая проходит в рамках 127-го федерального закона для граждан, которые находятся в трудной финансовой ситуации. Каким образом можно подать заявление о оформлении процедуры банкротства? То есть что нужно подготовить, какие собрать документы, куда обратиться? Смотрите, изначально же, конечно, каждый гражданин имеет данное право при наличии признаков неплатежеспособности или когда становится трудно оплачивать по своим долговым обязательствам. То есть он может обратиться в нашу компанию или напрямую лично ко мне, и мы поможем ему решить данную ситуацию. После консультации уже, конечно, проконсультируем клиента и скажем, какие документы нужно предоставить. А какие вообще вот сроки процедуры списания задолженности? В среднем процедура проходит от полугода до года. Но, конечно же, у каждого клиента индивидуальная ситуация, и трудно сказать точно, сколько будет идти процедура. А что будет, если долги не спишут? Вообще долги не списывают только по алиментам, субсидиарной ответственности или по причинению здоровью вреда человека. Если же нашего клиента не освободит от долгов арбитражный суд, то компания обязуется погасить все задолженности клиента. Эти гарантии прописаны в договоре, и переживать клиенту за результат точно не нужно. А какой размер задолженности должен быть у физического лица, чтобы он мог обратиться к вам? Вообще там индивидуально, но в среднем, если долг до 300 тысяч, можно пройти внесудебное банкротство, которое занимает максимум 6 месяцев. От 500 это уже все в арбитражный суд.
Вы как-то можете помочь проконсультировать, вот что внесудебное банкротство? Судебное вроде бы все понятно, обращаемся в суд с заявлением. Да? Мгм. А внесудебное банкротство вы как-то помогаете оформлять тоже заявление, там, готовиться? Конечно, да. Мы полностью юридически сопровождаем клиента. Внесудебное банкротство проходит через МФЦ, но там есть 3 обязательных условия. Первое — долг до 300 тысяч рублей. Второе — он должен быть прослужен более 1 года по пункту 4, и у клиента не должно быть имущества. Мгм. Как оформляются документы? То есть, чтобы прийти к вам, наверное, нужно с собой что-то уже взять. То есть задолженности, где можно найти, где можно посмотреть свою задолженность, ее объем? Смотрите, получается, клиент приносит на консультацию просто паспорт и телефон. То есть сейчас у каждого гражданина есть госуслуги, где высвечивается задолженность. Также через госуслуги можно заказать НБКИ, это Национальное бюро кредитных историй, и там мы все увидим. Ну, то есть достаточно просто для начальной консультации. А необходимо ли участие самого, ну, люди очень боятся судов, необходимо ли личное участие вот в самой процедуре? Конечно, нет. Компания берет всю ответственность на себя, всю работу на себя. То есть, что требуется от клиента, это принести необходимый пакет документов и потом спокойно жить свою жизнь. Ну, спасибо вам большое, Ольга, за очень интересную объемную информацию. Напомню, что у нас была в гостях юрист якутского филиала федеральной группы компаний «Бизнес-юрист» Ольга Бобрякова. Спасибо. До свидания. Наша рубрика «Музейный гид» познакомит вас со Степаном Осиповичем Макаровым, выдающимся русским офицером и исследователем, чьи труды стали классикой мировой океанографии. Он вошел в историю человечества своими фундаментальными работами, новаторскими решениями и грандиозными экспедициями. Многие из исследователей Северного морского пути жили в эпоху перемен, переломную эпоху, когда старый парусный флот уходил в прошлое, а новый железный паровой флот только набирал силу. И эта смена, она шла очень тяжело и медленно. Появлялись новые корабли, появлялись новые требования к эксплуатации, к организации флота. И в этих условиях формировался Макаров Степан Осипович, флотоводец, потомственный офицер, чей портрет мы видим на выставке «Арктика как искусство». Макаров Степан Осипович – полярник, исследователь, океанограф, ученый. Он был горячим сторонником освоения морского пути новыми судами, ледоколами. И он был новатором, и благодаря поддержке его друга, ученого Дмитрия Менделеева, он обратился к министру финансов Сергею Юльевичу Витте за финансовой поддержкой и смог его убедить. Вот так был построен первый в мире ледокол, который назвали «Ермак». В 1901 году Макаров совершил первое 5-месячное путешествие-экспедицию на острова Франца Иосифа к Новой Земле. И этот ледокол он стал таким спасательным судном, потому что он спасал многих из ледового плена. И Макаров написал даже большой труд, который назвал «Ермак во льдах». А еще ранее, в 1886 году, Макаров совершил кругосветное путешествие через Атлантический океан. Обогнув Южную Америку, он прибыл во Владивосток. И, конечно, он собрал большие исследования. Один интересный факт из его биографии, что, оказывается, Макаров, применив английскую семафорную азбуку, переложил ее на русскую азбуку, немножко удлинив ее, но при этом
сделав такую систему, выработав быстро запоминающуюся. И матросы могли передавать в минуту до 101 знака. И если не было флажков, то матросы передавали знаки своими бескозырками. Макаров Степан Осипович – это, конечно, такая большая, яркая фигура в истории России. Он был патриотом. Приходите в музей открывать новые страницы истории России. Доброе утро, Якутск, Мирный, Ленск, Алекминск, Нерюнгри, Алдан и все жители населенных пунктов, которые я сейчас не назвала. А все ли вы знаете о своем городе, селе, в котором родились, выросли? Давно ли вы были на экскурсиях по городу, в котором живете? Ну вот, оказывается, даже прожив всю жизнь в одном месте, можно узнать много интересного, посетив экскурсии. В этом месяце студенты и волонтеры Якутского университета проводят их по городу Якутску. Примечательно, что они бесплатные. Что, где и когда можно увидеть, узнала наша съемочная группа. Очень интересно. Студентка Александра Федорова провела уже несколько самостоятельных экскурсий. Говорит, что первую запомнит навсегда. Экскурсантов было всего 2, но каких? Пожилые женщины. Они поддерживают разговор, они сами спрашивают, говорят мне какую-то информацию, которой я могу пользоваться в последующем. Было сложно. Я очень сильно волновалась, потому что они знают больше, чем я. Но я знала те факты, которые мало кто знает, поэтому, мне кажется, им понравилось. Девушки-экскурсоводы признаются, что раньше сами мало что знали о городе. Ну а сегодня они готовы рассказать о том, где жили известные купцы в XIX веке, показать памятный столб с отметками наводнения, случившегося в мае 1933 года и затопившего практически весь город. И даже ответить на вопрос, почему деревянные дома раньше не красили. Чтобы составить маршрут, студентам приходилось изучать горы литературы, общаться с краеведами, чтобы найти интересные факты о Якутске. Готовилась достаточно долго, примерно месяц меня подготовили специально. Я думаю, что наша экскурсия увлекательна тем, что мы ребят прививаем любовь к Якутску и поднимаем дух патриотизма. У студентов местного вуза и туроператора, организатора экскурсий, интерес обоюдный. Волонтеры получают живой опыт общения и навыки, а туроператор удовлетворяет появившийся спрос у населения. Начались запросы именно среди уже местных жителей, потому что наши местные жители, когда участвуют в наших экскурсиях и турах, они начинают больше понимать, что они хотят быть частью туризма и быть сами туристами. Северо-Восточный федеральный университет вступил в программу «Добро РФ». Это такая платформа волонтерская для студентов, для молодежи, да, чтобы они работали уже в реальном времени и повышали свою компетентность. Маршруты, разработанные студентами, пешие. Один по старому городу, второй по улице Кулаковского до университета, а третий по главным площадям Якутска. До конца мая горожане и гости столицы имеют возможность бесплатно посетить экскурсии по столице Якутии и узнать много интересных фактов о прошлом и настоящем города на вечной мерзлоте. Туяра Филиппова, Джулус Иннокентьев, Якутск. Все-таки как хорошо смотрится наш старый город на кадрах. Такое удивительное место. Всегда проходишь и погружаешься в историю, даже невольно, даже не то, что проходя, проезжая мимо. Да, чего стоит посидеть на скамеечке, немножко отвлечься от бытовых дел. Ну вот, что касается экскурсии, мне кажется, даже сам Острог, который находится также на территории старого города, там просто кладезь информации, там очень много информации, и прямо... Можно рассказывать и рассказывать. Да, да. Там даже, по-моему, есть старинная мельница ручная. Вот. Прикольно. Ну вот, мне теперь тоже захотелось посетить экскурсию и посмотреть на Острог другими глазами. Ну, а вообще после прогулок, что активный отдых, это, конечно, разыгрался аппетит. Поэтому прямо сейчас самый лучший рецепт от нашего шеф-повара. С добрым утром. Меня зовут Денис, я шеф-повар ресторана Country Steak. Сегодня мы приготовим с вами блюдо перуанской кухни под названием севиче. Аналогию с этим блюдом можно провести и назвать его нашей пятиминуткой или сибирским сугудаем.
Первым делом мы возьмем филе нашего чира. В вашем случае это может быть форель, морепродукты, муксун, нельма, все, что есть у вас в холодильнике, можно сказать так. Нарезаем рыбу слайсиками. Можно сильно не мельчить. Слайсики должны будут промариноваться у нас в соусе. Далее приступим уже к приготовлению соуса. Основой нашего блюда послужит соус из цитруса. В нашем случае это будет апельсин и лимон. Мы выжимаем сок апельсина. Нам потребуется порядка 70 грамм. Далее мы добавляем сок лимона. В лимоне содержится более агрессивная кислота, которая поможет нам ускорить процесс сворачивания белка в рыбе и ускорить время приготовления нашего блюда. Возьмем перчик чили. Количество перца чили будет зависеть от его остроты. В нашем случае это острый перец, поэтому мы добавим его небольшое количество. Обязательно уберем семена из перца. Далее мы будем использовать имбирь, корень имбиря. Возьмем небольшое количество. Далее соломку. И превратим это все в кубик. Далее добавим кинзу. В моем случае я уже ее перебрал. Вы можете использовать любую другую зелень, петрушку, укроп, листья лайма, все, что вам по вкусу. Нарезаем ее соломочкой, добавляем в нашу заправку оливковое масло. Небольшое количество для придания вкуса, аромата. Далее добавим соевый соус, тоже буквально грамм 10. И капельку меда. Теперь перемешаем нашу заправку для того, чтобы объединить все вкусы. Добавляем немного соли. Не забываем, что в севиче используется пресная рыба. Если мы будем готовить севиче из морепродуктов, то они предварительно уже будут отвариваться. Такие морепродукты, как осьминоги, кальмары, предварительно нужно приготовить. Можете соуса не жалеть. Необходимо, чтобы он полностью покрыл рыбу, для того, чтобы она хорошо промариновалась. И, как я уже говорил ранее, весь белок свернулся. Нарежем огурец кубиком. Можно нарезать слайсами, так как кому угодно. Это дело вкуса. Лично я предпочитаю нарезать все кубиком. И чем мельче он, тем вкуснее. Еще? Все хорошо. Мы используем каперсы на ножке. Мы не будем их сильно мельчить. И также выложим их на наше блюдо. Далее перейдем к предварительно замаринованному красному луку. Этот лук мы мариновали в соке лимона, соль, сахар и зелень. Также измельчим его в мелкий кубик. Украсим веточками кинзы. И сбрызнем моим, наверное, самым любимым ингредиентом – это оливковым маслом. Это придаст блюду блеск и вкус. Итак, наше блюдо под названием севиче готово. Можете подавать его на свой стол в виде основного блюда, в виде холодной закуски. Оно отлично подойдет в весеннюю прекрасную погоду, в летнее время. Приятного аппетита и всего доброго. Но порой мы, когда читаем новостную ленту, зачастую удивляемся, что за рубежом огромное количество камер наблюдения, позволяющие следить буквально за всем. А если учитывать еще и системы определения лиц, то это прям уже вырисовывается оруэлловская картина с большим братом. Но, однако, Россия стабильно входит в тройку стран с наибольшим количеством камер. Вот так вы и не думали. Наблюдений впереди только Китай и Соединенные Штаты. И количество камер каждый год увеличится в среднем на 15-17%. Так что будьте внимательны, за вами наблюдают.
В нашем городе уже несколько лет внедряется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», объединяющий системы наблюдения, оповещения, анализа. Однако рядовые горожане уже давно привыкли к камерам наблюдения, ставшим обычным явлением. И во многом они облегчают жизнь простым горожанам. Сохранность имущества, утерянные вещи, проблемные соседи – вот неполный перечень направлений, где наличие камер наблюдения лишним не будет. Большинство у нас заявок случается с видеонаблюдением, это с ДТП связано, но еще сейчас, как летний период, бывает с кражами. Один из густонаселенных микрорайонов города, Прометей, является рекордсменом по числу установленных камер. В сравнительно компактном микрорайоне их количество превышает 1200 единиц. Под прицелом управляющей компании буквально каждая лестничная площадка. В каждом подъезде у нас по 32 камеры, по 4 регистратора. По словам руководителя службы безопасности микрорайона, жители этому обстоятельству рады. Недовольных, по словам Аслана Бехановича, мало. Тем, что мы эффективно все находим, что или потеряли, или что-то случилось на территории Прометея, мы это по видеонаблюдению все вычисляем. Также этим обстоятельством довольны и представители правоохранительных структур. Это намного облегчает их повседневную работу. В редких случаях мы вызываем Росгвардию, полицию и остальные структуры. Были случаи, когда по камерам наблюдения находили сумки с деньгами. Были и такие случаи, то что и сумки, и кошельки, и карты, все, что находилось, мы передаем или собственнику под расписку, или, если собственник долго не подходит, передаем участковому нашему. Что ж, современная жизнь во многом компромисс между личной свободой и личной же безопасностью, которую во многом определяют камеры наблюдения. К слову, доступ к которым строго регламентирован действующим законодательством. Это очень здорово. Мне кажется, все-таки вот новые технологии в плане безопасности, особенно камеры наблюдения, это шаг вперед, потому что сейчас даже можно отследить, когда ребенок пришел домой, ребенок ушел из дома, потерялся там во дворе, можно посмотреть, куда убежал. Я как-то, по-моему, даже обращалась к ТЦ, там тоже у ребенка сел телефон, где ее искать, в каком направлении. Удобно. Нет, это безусловно. И в целом радует то, что камеры, они не только следят, они еще позволяют уменьшить, тоже, допустим, противоправные действия, да, то есть... ты имеешь в виду, мотивирует соблюдать правила. Конечно, то есть... Да. А с другой стороны, различные какие-то там, еще забавные видео с животными из камер наблюдения частных домов, это тоже отдельная замечательная вещь. Просто я имею в виду, боишься споткнуться на улице, грубо говоря, чтобы не попасть в какой-нибудь паблик, да, в смешных подборах. Заголовок: Руслан Ачиров чуть не упал. Да, в лужу. Вообще сейчас социальные сети очень стремительно развиваются, и, наверное, многие заметили, что если раньше вы могли, допустим, прочитать хорошую, интересную новость, так называемый long read, да, спокойненько, то сейчас это практически невозможно сделать. Мы привыкли, новости превратились в заголовки. Да? Да, мы в основном все читаем по диагонали, по верхам, но для тех, кто все-таки хочет углубиться в каждую новость, узнать подробности, разобраться в ситуации, по-прежнему издают замечательные газеты. Да, и мы представляем вашему вниманию анонс свежего выпуска газеты «Якутия». Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных новостях еженедельной газеты «Якутия». 23 мая выпускники республики начнут сдавать единый государственный экзамен. Первыми будут экзамены по истории, литературе и химии. Как будет проходить государственная итоговая аттестация в Якутии, об этом в статье Ирины Романовой. Кто ремонтирует самолеты и вертолеты, обслуживает их и готовит к полетам? Читайте наш специальный репортаж из авиационно-технической базы компании «Полярные авиалинии». А вы знаете, в чем разница между трудовым и гражданским договорами? Как же понять, какие отношения с работодателем? Как не дать обмануть себя? Какие есть преимущества у трудового договора? И многое другое в нашей рубрике «Полезно знать». В Якутии 96 учреждений социального обслуживания, где проживают одинокие старики. В ближайшее время планируется открытие нового дома-интерната в селе Матта Мейгина Кангаласского района.
Несмотря на усилия властей по созданию инфраструктуры для пожилых людей, проблема остается актуальной. Как попасть в дом-интернат, как стать приемной семьей – тема нашего пятничного выпуска. А также в этом номере вы прочитаете самые интересные статьи о здоровье, культуре, образовании и многом другом. Будьте в курсе всех новостей. Хорошего дня. До свидания. Ну, а мы вашему вниманию представляем визуальный формат новостей и передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Парламентарии ищут возможность возвращения туристического кэшбэка, поскольку он относится к теме социального туризма. Однако правительство пока не готово пойти на прямые субсидирования. В качестве альтернативы кэшбэку предложили переформатировать фонд персональной ответственности и ввести налог на выезд. За счет него можно было бы пополнять фонд и тратить средства на социальные программы. Такое предложение обсуждается в Комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Программа туристического кэшбэка работала в России с 2020 по 2022 год. С ее помощью люди могли купить туры и забронировать номера в отелях в регионах России с кэшбэком до 20%, но не более 20 тысяч рублей. В республике планируют внедрить программу трудоустройства выпускников авиационных училищ с возможностью учебной практики и предоставлением социальных гарантий. Об этом сообщил заместитель директора Якутского авиационно-технического училища Николай Макаров. По его словам, в рамках программы авиапредприятия будут направлять данные о потребности в кадрах в образовательные учреждения, а это, в свою очередь, позволит целенаправленно подготавливать специалистов и направлять их именно туда, где они наиболее востребованы. Особое внимание должно быть уделено трудоустройству выпускников в районы Крайнего Севера, где наблюдается наибольшая нехватка кадров. Значительный прирост числа молодежи в возрасте от 15 до 29 лет ожидается в нашей стране до 30 года. При этом число россиян в возрасте 30-35 лет уменьшится на почти 3 миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Как она уточнила, достоверных цифр, подтверждающих, что молодежь ищет работу полегче и постоянно меняет работу, нет. Скорее наоборот, сейчас можно увидеть много примеров умной, талантливой и трудолюбивой молодежи. Процесс любых взаимоотношений двусторонний, но в чем право работодателя? Молодежь меняется, и работодателю приходится учитывать запросы молодого поколения. В Эльдумене обсудили меры по повышению качества жизни граждан старшего поколения. Участники круглого стола рассмотрели ряд вопросов, направленных на повышение уровня жизни граждан старшего возраста. Среди приоритетных направлений особо выделялись развитие инфраструктуры социального обслуживания, организация досуга и оздоровительных мероприятий, обеспечение качественной медпомощи и профилактической медицины. Как было отмечено на мероприятии, в прошлом году почетный знак получили 17 столетних юбиляров, а общее число жителей старше 90 лет превысило 1600 человек. С 2023 года мы внедряем в пилотном режиме совершенно новую технологию для всей страны. Это система долговременного ухода для людей пожилого возраста, которая заключается во внедрении нового формата поддержки социальных услуг. Это помощники по уходу, которые оказывают непосредственно помощь для людей, нуждающихся в таком постороннем уходе на качественной профессиональной основе. В Саха-академическом театре имени Платона Аюнского вот уже более 20 лет сложилась добрая традиция отмечать наступление долгожданного лета в Николин день. В этот день принято жарить оладьи, готовить саламаты, варить суп из утки. Именно с этого дня, Дня Николая Чудотворца, у якутов отсчитывается Новый год. В театре царит праздничная атмосфера. Мужская половина коллектива, в том числе фотограф театра, заядлый охотник Мария Васильева, привезли дичь, а повара приготовили вкусный сытный суп. Как признаются сами охотники, нынче охота на уток удалась. Каждый год мы проводим Николин день. Это первый день лета, поэтому мы своих коллег угощаем с добычей, с охоты и делаем подарки нашим охотникам, потому что каждый год они переносят около 20 человек, каждый год приносит где-то 35 дичи. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами.
Вчера в Якутии завершился яркий этап казачьего сполоха. На базе кадетской школы-интерната 50 юных участников из Якутска и Жатая блеснули мастерством в казачьем триатлоне, шахматах, ориентировании и квестах. Сегодня подробнее на эту тему мы поговорим с гостем. У нас в гостях Анна Баянова, методист отдела развития социально-гражданских инициатив Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». Доброе утро. Доброе утро. Рада вас видеть после вчерашнего насыщенного дня. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за конкурс «Казачий сполох»? Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» мы проводим у нас в Республике Саха-Якутия с 2022 года. И он проводится в соответствии с утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации положением, которым определены все правила, требования к участникам, программа конкурсных испытаний. Она очень насыщенная, да? И к ней, конечно, требуется, я бы даже сказала, многолетняя подготовка. Мы впервые провели вот в 22-24 годах мы проводили эту игру на территории детского оздоровительного лагеря «Орленок» городского округа Жатай. А вчера впервые провели на территории Якутской кадетской школы-интернат. Конечно, мы увидели плюсы, минусы. И, знаете, еще как бы мы в 4-й год, да, проводим, экспериментируем по срокам проведения. И тоже мы уже видим плюсы и минусы, которые влияют на количество участников. Ключевое слово. Нам, как организаторам, да, хочется видеть чем больше, тем лучше, чтобы о якутском казачестве узнали, да, большее количество представителей образовательных организаций и, конечно же, участвовало в мероприятиях казачьей направленности. А кто принимает участие? Кто принимает участие? Команды казачьих классов и команды военно-патриотических клубов казачьей направленности. То есть обязательно должна быть в образовательном процессе казачья составляющая. Почему? К примеру, визитная карточка, требования, чтобы все владели фланкировкой. То есть за один день, ну, этому научиться невозможно. Фланкировка — это... Да, владение шашкой. Шашкой. Да, полностью вся команда. Команда у нас состоит из 11 юношей. Это тоже бывает иногда проблема, да. Девочки более активные, и бывает в классе, наоборот, больше девочек, а мальчиков. Это по-разному, конечно, в разных образовательных организациях. Но, тем не менее, мы справляемся, мы готовимся к этой игре и приглашаем, конечно, всех участвовать. Ну, вчера вот прошел региональный этап. Сколько было участников и кто победил? Да. Вчера у нас приняли участие 5 команд. И вот немного ложка дегтя. 3 команды снялись с соревнований. 2 команды. То есть вот этот период, о чем я говорила, плюсы, минусы, вернее, минусы проведения в мае, да, соревнований. Ребята не прошли, да, итоговую аттестацию, и мы вот повторный день было, то есть назначен, ну вот такие объективные причины, да, все понимаем, но факт есть факт. То есть нагрузка еще да, школьной программы? Да, окончание года, Да. То есть май мы уже исключим вот этот период проведения. А идеально это, конечно, начало июня. И вчера мы с главной судейской коллегией посовещались и вернемся на первоначальное место проведения. Будем проситься, чтобы они нас приняли обратно на территорию городского округа Жатай. А кто победил? Кто победил? Победила команда «Ястреб», образовательной школы номер 1 городского округа Жатай. И они получили право принять участие в войсковом этапе в Дальневосточном федеральном округе, который состоится в начале сентября в городе Хабаровске. А уже в Хабаровске определяется победитель и направляется на участие во всероссийском этапе.
Ну вот вы сказали, что это ежегодный конкурс. Да, с 2022 года мы... А можно поподробнее про историю создания? Да. История-то этого конкурса идет давно, только мы у нас в Республике Саха-Якутия стали проводить в соответствии с правилами с 2022 года. И у нас есть уже успехи нашего участия в 23-24 годах. Наши ребята, юные казачата, стали победителем войскового этапа и получили право на участие во всероссийском этапе. Ну, еще такой момент. У нас ребята обучаются в обычных, состав, класса. Общеобразовательные Да, школы, общеобразовательные школы. А на всероссийском этапе команды казачьих кадетских корпусов. То есть у них с утра до позднего вечера вся программа построена именно с казачьим компонентом. Тем ценнее успех. И вы знаете, даже внешне наши ребята, они отличаются. Там ребята, впервые, если брать историю, впервые наши ребята из Якутии принимали участие в 2006 году. И когда я увидела на фотографии, наши ребята стоят, возраст один, 14-15 лет, но они физически и внешне очень отличаются от ребят, к примеру, команд Краснодарского края, Ставрополья, южных регионах. И ростом пониже, но тем не менее, вы знаете, наши ребята, впервые, когда приняли участие в 23-м году, они заняли 10-е место в общекомандном зачете. Впервые опыт, такой был участие. И для меня это показатель, что они победили команду казачат из Ставропольского края, то есть край компактного проживания казачества. А в прошлом году они улучшили свой результат. 8-е место. И были победителями. Первое место заняли по мини-футболу соревнований. В прошлом году заняли 2-е место по шахматам. Я нашими ребятами-казачатами очень горжусь. Здорово. И очень сильно их люблю. Мы поздравляем, что так успешно из года в год развивается результат, чтобы в дальнейшем, надеюсь, при переносе в июнь еще больше будет команд. Видно, что вы очень волнуетесь и болеете. Желаем вам успехов и, конечно, нашим победителям регионального этапа победы. Да. Спасибо. Спасибо. Но мы также прощаемся с вами и завершаем наш сегодняшний эфир очень летней песней.